Хайрлы кич дуслар, пожалуйста, напишите в чате, как нас слышите, как качество звука. Прием, дуслар, прием. В общем, начнем наш эфир. Бисмилляхи рахмани рахим. Аллаха тапшардак. Со мной сегодня Дамир Абы Исхаков. Мы сегодня взяли интересную тему, посвященную, получается, постордынским государствам. Да? Итак, значит, наша тема называется так. Мангытский юрт. Пятое лишнее колесо в тюркских государствах. Дамир бы меня, кстати, поправил. Правильно будет лишнее пятое колесо, да? В общем, да, было такое интересное историческое явление, мангытский юрт. Дамир Абы, давайте немного вводных слов, чтобы погрузить наших зрителей, наших комментаторов, которые, наверное, еще даже и никогда и не читали, ничего не слышали, не знали про этот мангытский юрт. Значит, что такое мангытский юрт? Давайте определение. Ну, мангытский юрт или мангытский эль, параллельное именование, синоним Ногайская-Орда. Так, Ногайская-Орда. Связано теснейшим образом с фигурой знаменитого Эдигея, который действовал на закате Золотой Орды и сыграл крайне отрицательную роль на последней стадии существования Золотоордынского государства. Это у нас получается 1390-е годы, да? Да. Но сам Эдигей умер в 1419 году, вернее, был убит. Вот если взять достаточно глубину истории, то возникает очень много вопросов по отношению к мангытскому элю. Первоначально это было клановое образование, ну, можно сказать, племя. Причем древняя история мангытов очень плохо освещается историческими источниками. В последнее время вот стало известно, что есть интересные пассажи в таком китайском источнике, как Юаньши, аналог Хубилая, 1370 год. Там упоминается о том, что клан Мангыт с некоторыми другими кланами, 4, иногда с 5 кланами от Чингисхана получил тарханство. И поэтому исследователи считают, что мангыты принадлежали к, собственно, улусу самого Чингисхана и его предков. То есть какое-то старое монгольское клановое образование. Так считается, по крайней мере. Хотя с этим можно и поспорить. Я скажу пару слов и по поводу спорных аспектов этой проблемы. Ну, надо сказать, что мангыты первоначально вот, в начале 13 века, в 13-14 веках постоянно упоминаются в центре Монгольской империи. То есть фактически уже в Китае, так сказать, в китайском владении, в государстве Юань. И они там участвовали в завоевательных походах, и из их среды выделялись и довольно крупные военачальники. Скажем, они могли большими войсками командовать. То есть это было на самом деле не только близко к Чингисхану племя, но и достаточно знатное на территории Монгольской империи. Но мы ничего не знаем, когда мангыты оказались на территории Золотой Орды. Вот Вадим Винцерович Трепалов, который приложил большие усилия для того, чтобы вскрыть ранние стадии формирования мангытского эля, он вопрос поставил так. Конечно, говорит, мангыты существовали, они есть в источниках, но те мангыты, которых мы застаем в Золотой Орде, были тюрками. Вот когда произошла их тюркизация, и были ли они на самом деле тюрками, большой вопрос. Тем более вот в упомянутом мною источнике Юаньши, там среди 4 монгольских, собственно, кланов, которые Чингисхан сам лично наделил правом тарханства, кроме мангытов упоминается еще племя Нахай. Не совсем понятно, в каком соотношении эти группы находились. То есть теоретически может быть, что мангыты и ногайцы в какой-то момент были параллельно исторически проживали? Не совсем ясно. Вот начальная стадия не очень ясная. И там я уже сказал, что надо же еще из монголов в тюрков превратиться. Ну да. И в этой связи я вспоминаю одну историю, которая связана с завоеванием Джучи, Алтая. Это 1207 год.
Так вот, в процессе завоевания Алтая Джучи захватил и привел к отцу племя под названием Мингат. Ну, окончание, конечно, ут – это монгольская форма множественного числа, а вот корень мэнг, ну, у татар есть до сих пор села Мэнгар, а потом в состав башкир вошло племя Мэн. И вот он привел к отцу это племя, вождей его, потом это племя побраталось с кунгратами. Оно, скорее всего, первоначально было тюркским образованием. И вот очень рано вошло в состав владения Джучи. И мы не можем сказать точно. Дальнейшие мангыты – это вот продолжение монгольских мангутов, или же продолжение вот этих мингатов. Есть много спорных вопросов по этому поводу, но Вадим Трепавлов достаточно гибко из этой ситуации вышел. Он написал, что мангыты в середине XIV века, уже оказавшись среди кипчаков, были тюркизированы и слились с кипчаками. Хотя вот есть проблемные моменты. И я думаю, что этот вопрос требует дальнейшего исследования, в том числе и в связи с эпосом об Эдигее. Там есть ряд сюжетов, я на многих останавливаться не буду, но вот интересно, что в эпосе об Эдигее там предки Эдигея, его отец в частности, описывается как сокольник, который тайком отправил Тахтамышу яйца ценной птицы, Коракыш. Это интересный сюжет, я еще скажу, какая связка здесь имеется. Ну, короче говоря, мы не знаем, что происходило с этими мангутами или мингатами до середины XIV века, и потом их застаем уже в златоордынских землях, и первоначально район проживания мангытов, уже тюрков явно, находился в бассейне Сырдарьи, потому что в их старых преданиях упоминаются как раз города и территории, которые находились в бассейне Сырдарья, в том числе и такие города, как Хорезм упоминается, и ряд других. На самом деле, самые первые вот сведения, которые мы уже непосредственно с Эдигеем можем связать, относятся к достаточно позднему времени. Это уже где-то 1376 год, когда происходили известные события, связанные с подъемом Тахтамыша и некоторыми разборками Тахтамыша с представителями левого крыла Золотой Орды, то есть кок-ордынцами. Вообще, это еще за 4 года до Куликовской битвы. Да. Серьезно было время? Да. Беспокойное? Ну, это же произошло следующее. После того, как Великое Замятина случилось в Золотой Орде, там многие ханские роды были перебиты, и в это время как раз нашлась возможность для Тахтамыша, который сидел на самом деле на Мангышлаке, предки его там были, выдвинуться и захватить сарай и стать сарайским ханом. Но в этом процессе фактически он захватил и некоторые другие группы, а у Тахтамыша были свои 4 главных клана: Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак. Они как раз жили вот там, где предки Тахтамыша обитали, это Мангышлак на самом деле. И вот по ходу движения они, скорее всего, захватили и другие кланы из левого крыла Золотой Орды. Надо хорошо знать, что левое крыло Золотой Орды во время хана Узбека было сильно подавлено. И потом даже в связи с проступками ханов левого крыла их вообще отдали в рабство одному из златоордынских кланов. И вот потом уже, вот, когда Тахтамыш начал активизироваться, скорее всего, правители левого крыла вот тоже пришли в движение, и поэтому Тахтамыш имел некоторые проблемы с ханом Урусом, который был на самом деле правителем левого крыла. И вот из источников мы знаем, что Эдигей как раз первоначально
как и его отец, находился в составе вот близкого окружения ханов левого крыла. А вот Идигей, у него была какая позиция? Беклярбек он, получается, был? Не сразу. Вот как раз Тохтамыш сразился с ханом Урусом. Это 1378 год. Победил его. Урус был убит. И после этого Тохтамыш обратился к Беклярбеку, хану Уруса. Его звали Балтычак-би. Он как раз и есть отец Идигея. Тохтамыш хотел его привлечь на свою сторону, но Балтычак наотрез отказался выйти на сторону хана Тохтамыша и в итоге был убит Тохтамышем. Так что вот с этого времени на самом деле начинаются враждебные отношения рода Идигея и Тохтамыша и его поколения. То есть это очень древняя история. Но тем не менее, вот даже после таких событий Идигей все-таки встал на сторону Тохтамыша, с ним взаимодействовал. Нашли общий язык. Нашли общий язык, да, ну, потому что Тохтамыш усилился, и левое крыло фактически тоже подпало под влияние Тохтамыша. А какой у Тохтамыша был аргумент, чтобы... Аргумент Тохтамыша был такой, он назначил как раз Идигея правителем левого крыла. Он был Беклярбеком не всей Золотой Орды, а только Беклярбеком левого крыла Золотой Орды. А правое крыло кто в этот момент? Правое крыло возглавлял клан Ширин Уренг-Тимур. Это, так сказать, личная гвардия самого Тохтамыша, которая вышла еще из Мангышлака. Я думаю, что одно из противоречий Идигея вот с правокрыльными кланами как раз заключалось в том, что Идигей хотел стать главой правого крыла, усилиться, чтобы свое влияние продолжить и на западное счастье Золотой Орды. Это серьезный вопрос, но очень скоро Идигей с Тохтамышем тоже не поладил, в том числе, вот, может, поэтому, вот я причину называю. И Идигей удалился к Тимуру. Насчет Тимура надо помнить, что он вообще-то шагатаид. Тимур, это у нас Тимур Аксак, да? Да, Аксак Тимур. Тамерлан. Он правитель шагатайского улуса, оттуда выдвинулся. Для слушателей будет любопытно, что вот Тимур был из клана Барлас, а вообще-то Барласы были родственным мангытом племенем. Они восходят по своему происхождению к самой праматери Чингисхана Аланго. Оттуда вышли, так сказать, это были коренные монгольской группы. Если, конечно, вот те мангыты, которых мы имеем в Золотой Орде, являются этими самыми мангытами. Там, я сказал, уже проблемы есть. Они минговцами, да? Да. Ну вот Идигей удалился к Тимуру и вместе с Тимуром участвовал в первом походе Тимура на Золотую Орду в 1391 году. То есть крошил Золотую Орду, получается. Да. Ну, он хотел, вообще-то, у него свои планы были, он хотел захватить ключевую позицию в Золотой Орде, Идигей. Это же вот такой период, когда Тохтамыш, с одной стороны, тоже пытался сплотить заново Золотую Орду, которая чуть не развалилась после Великой Замятни. А Идигей вообще-то был сторонником тоже великодержавия Золотой Орды, но у него были свои планы, как бы с левого крыла захватить правое крыло и стать главной фигурой там. И поэтому Идигей имел тайные планы поставить своего хана на трон Золотой Орды. То есть здесь у Идигея интересы частично совпали с тимуровскими интересами, а Тимур хотел просто разгромить Золотую Орду окончательно, у него свой план был. Слушайте, а вот с точки зрения Тохтамыша, ну, современником этих событий является и Мамай, Беклярбек Мамай. Вот у него какие-то были связи, отношения с Идигеем? Ну, у Мамая никаких взаимоотношений с Идигеем не было, но Мамай, он же фактически вот был улузбеком, крымским туменом владел Мамай всего лишь. То есть рангом поменьше был, да? Естественно. Ну, он был ханским зятем, поэтому статус у него Гурген, он был такой достаточно высокий, но он на самом деле был только улусом правителем. И поэтому его военные действия с Тохтамышем и так далее, там они тоже имеют свои объяснения.
Потому что каждый из них мнил себя великим вождем и хотел вот посадить на золотой трон Алтын тахт своего представителя. И вот во время первого похода Тимура, когда Тимур очень сильный удар сделал по Золотой Орде, в этом, я уже сказал, Идигей участвовал, но Идигей поступил очень хитро. Он, когда Золотая Орда вот получил удар, он от Тимура ушел и нашел кандидата на ханский престол, своего человека, так сказать, Тимур-Кутлуга, и с ним удалился в другие районы, где Тимур его не мог достать. Идигей как бы на время выпал из орбиты влияния Тимура, и когда Тимур начал совершать второй поход в 1395 году, Идигей всем кланам левого крыла отправил распоряжение бежать в далекие места, чтобы Тимур вас не увидел. И вот левое крыло внезапно смылось, бесследно исчезли. Я думаю, что они ушли в глубины Приуралья, может быть, в Западную Сибирь. Они просто растворились. Мы же имеем в виду военную аристократию, да? Ну, со всеми кланами. Ну, а само население на месте осталось? Я думаю, что нет. Кланы тоже ушли. Потому что Тимур двигался, и ему на пути не попались вот эти кланы левого крыла. Их просто не было. Они не участвовали в походе, скрылись. Это означает, что на самом деле Идигей выжидал свой час. Тимур, после второго удара Тимура, Золотая Орда, она очень ослабла. И в это время как раз Идигей начал реализовывать свой план, так сказать, в полной форме. Ну, конечно, при этом ему пришлось столкнуться уже и с Тохтамышем, и с Тохтамышевичами. Потому что Тохтамыш после удара Тимура, он вынужден был бежать куда-то, скорее всего, в Западную Сибирь. Говорят, что он был убит, по некоторым данным, около Тюмени, Чимгетуры. Это вот, а Идигей как раз активизировался, и после этого начал ставить на Золотоордынский престол своих ханов. Он как бы был реальным правителем, стал он. Тохтамыш, после смерти Тохтамыша, Тохтамышевичи разбежались в разные места, некоторые даже ушли на русские территории, в Литве оказались. То есть вот правое крыло как бы рассеялось. И Едигей собрал все свои силы, занял сарай и реально стал правителем всей Золотой Орды. Даже вот восточные источники часто его называют царем, то есть ханом Золотой Орды. Он ханом не был, у него были такие ханы-ставленники, а так реально правил он сам. Но, как я уже сказал, Тохтамышевичи, дети Тохтамыша, их было много. Они, хотя и рассеялись, но через некоторое время смогли собраться силами и начали воевать с Идигеем. Вот эти бесконечные битвы, их было очень много. Друг за другом вот сыновья Тохтамыша восходили на престол, но их поднимали на трон. Они воевали с Идигеем, умирали, исчезали. Вот 6 или 7 сыновей таким образом в битвах с едигеевскими войсками были убиты. Но тут самое печальное то, что вот эта внутренняя война золотоордынцев между собой вовлекла огромные силы. Восточные источники говорят о том, что во время сражений погибали с той и с другой стороны по 100 тысяч и более человек. То есть татары фактически уничтожали сами себя. И вот здесь Идигей, который стал реальным правителем, даже в татарских дастанах по Идигею есть выражение «эпоха Идигея». Идигей замана, Идигей дауре. То есть это был целый период, когда вот Идигей для того, чтобы захватить власть и укрепиться на золотоордынских землях, фактически стал той
враждебной силой, которая уничтожала татар направо и налево. Это была такая боевая машина по уничтожению татар. Поэтому, хотя в эпосе Эдигей, который возник в ногайской среде, Эдигей положительно характеризуется, но на самом деле Эдигей сыграл крайне отрицательную роль, сам того не понимая, может быть, на последней стадии существования единого золотоордынского государства. Конечно, он хотел восстановить это государство, но в итоге получилось совершенно не то, что он запланировал. И вот в результате вот этих столкновений, в конце концов, Эдигей в 1419 году во время битвы потерпел поражение, уже старый был, и скрылся в камышах, и его в камышах достал Барын Сарайбек. Барын был как раз вот один из представителей одного из 4 кланов, которые Тохтамышу лично принадлежали. Ширин, Барын, Арган, Кыпчак, я уже сказал. Но что интересно, эти барыны тоже были в числе коренных кланов монголов и тоже свой род возводили вот к праматери Чингисхана Аланго. То есть это как бы сородичи, может быть, были. Но согласно вариантам эпоса об Эдигее и круга этого эпоса других достанов крымских татар, Барынбек отрезал голову Эдигею, предварительно они поговорили между собой. И Эдигей проклинал Барына, умолял оставить ее в живых, но Барынбек отрезал его голову, и согласно легендарным данным, он эту голову отдал почему-то Тигине Ширинбеку, и Тигине быстро смылся с головой к одному из Тохтамышевичей, который был ханом тогда, и тем самым за это я получил титул Бекларибека. А Барын Сарай остался ни с чем. Так написано, по крайней мере, в легендарных данных. Вот таким образом, Эдигей в 1419 году был убит, но я обо всем этом рассказываю, потому что вот как раз Эдигей, который взял под свою руку левое крыло, он фактически из левого крыла сформировал такое полугосударственное образование. Потому что левое крыло ему полностью подчинилось, и он там реально правил там, и ханы во многом там же находились, которых он поднимал на трон. И поэтому это владение фактически начало обособляться, как и ряд других территорий Золотой Орды в это же время. Что происходило в правом крыле, вот тезисно, вот в это же самое время? В правом крыле фактически, вот, когда Тохтамышевичи были убиты, фактически происходило формирование, прежде всего, Крымского ханства отдельного. Это вот связано с этими разборками. И мы уже фактически в 1420-х годах видим, что Крымский вилаят бывший начинает обособляться, и там появляются самостоятельные правители, которые иногда претендовали на Сарайский престол, но через некоторое время, вот особенно после Улу Мухаммеда, это уже реально самостоятельное ханство было. Дамир Абы, позвольте сделать небольшую такую вот аллюзию, сравнение историческое, да? То есть, в принципе, если сравнить, например, развал Золотой Орды с развалом СССР, там ведь вот это вот Беловежской пуще подписывали-то славянские республики, Россия, Беларусь, Украина, они как бы вот отмежевывались, а там Казахстан и другие среднеазиатские страны как бы хотели продолжать жить в СССР. То есть, получается, если мы сейчас взглянем на Золотую Орду, происходило нечто похожее, да? То есть, грубо говоря, этот Эдигей, это ну, такой средневековый автор беловежских договоренностей, там развал Золотой Орды. Правильно говорю, нет? Да, вот здесь надо понимать, что на самом деле отрицательную роль сыграли кланы левого крыла. Это вот весьма любопытно. На самом деле на левом крыле основное население было кочевым. Оно было более отсталым. Вот поэтому мы их наследников видим потом. Это прежде всего Ногайская Орда, потом частично те группы, которые вошли в состав казахов, и
определенные группы, которые вошли в состав башкир. Они все были кочевниками в XVI веке. А там городов не было, получается? Ну, города были, но они не играли существенной роли. Вот, скажем, некоторое время столицей Ногайской Орды был Сарайчик. Но это Златоордынский городок, такой не очень большой. Потом казахи захватили. Казахское ханство некоторое время имело столицу там тоже. Но вот эта более отсталая периферия кочевая, она как раз сыграла такую роль тарана, разрушителя Золотой Орды. Они действовали совместно с Тимуром. Что сейчас уже очевидно ясно сейчас всем историкам, но в татарских баитах, например, Тимур крайне отрицательно характеризуется. Как раз разрушитель вот основного юрта. И Идигей, он как раз как временный союзник Тимура работал в этом направлении. Поэтому я думаю, что мангыты, они были вот как левокрыльевые кланы, или глава левокрыльевых кланов. Мангыты, они были такой чуждой силой, которая громила фактически поволжские, крымские территории, наиболее развитые части Золотой Орды, где была очень сильная городская жизнь. Короче, кочевники на некоторое время одержали победу над земледельцами и связанными с ними кочевыми группами, но уже это произошло вот в ходе этих сражений и потом привело к печальным последствиям, потому что, я уже сказал, многие территории очень сильно опустели в это время. Там сотни тысяч людей были убиты, воинов, согласно источникам. Здесь вот про Идигея я хочу сказать еще раз, вернуться вот к проблеме его предков и вспомнить эпос, который я упомянул. Вот в татарском Дастане, да и в некоторых других национальных версиях, отцом Идигея называется Кутлыкия. Кутлыкия как раз был сокольничем, и он отправил Тимуру вот птенцов вот этого охотничьей птицы Куракыш. На самом деле там в эпосе моделируется предательство отца Идигея. Потому что Куракыш – это как раз вот та птица двуглавая, которая потом одновременно печаталась и на монетах золотоордынских во время хана Узбека и позже. Это первоначально был белый такой орел, Шанкар, личная птица клана Чингисхана. И вот когда эта птица, это национальное государство птица, олицетворяющая герб даже чингизидский, этого птенца отец Идигей отправляет Тимуру, на самом деле он совершает государственное предательство, за что он был и убит. Вот Тахтамышем, это вот дополнительно вот линия вражды между Идигеем и Тахтамышевичами. Но здесь надо подчеркнуть, что по источникам мы застаем другого отца Идигея, который, вот я уже сказал, был эмиром Балтычаком, Бекларибеком левого крыла. И историки до сих пор объяснения не дали, вот почему два наименования. Кутлыкия, кстати, по родословной возводится к пророку Мухаммеду. И я пришел к выводу, этот вопрос анализировал, что на самом деле речь идет о женской линии генеалогии Идигея. Скорее всего, после исламизации Золотой Орды, вот на клан Идигея был назначен такой комиссар, контролер, суфи, один из суфиев, его называли Чашли Газис, имея в виду длинные волосы. Но Баба Туклес Чашли Азиз, полное наименование. Он мог быть из рода пророка, может быть, даже сиидом был по происхождению, или шейхом. Но вот, скорее всего, Идигей сам или один из его предков, как раз, скорее всего, я думаю, Идигей сам породнились с этой линией для увеличения собственного веса в золотоордынском обществе, уже мусульманском. И потом вот эта линия устойчиво держалась в генеалогиях, поэтому мы же вот, когда рассуждаем о периоде распада Золотой Орды, видим, что очень большую роль стали играть местные правители, даже не ханского происхождения. Еще ситуация была такой, что не чингизиды на трон сесть не могли, но уже крупные беки
уже поднимали любого человека. Вот таким же образом Тимур действовал, например. Тимур хотя был просто эмиром, он даже держал вокруг себя чингизидов несильных. Он реально сам правил. И вот на золотоордынском земле такая традиция тоже начала возникать. И мы эту традицию очень интересно видим в дастанах, посвященных Эдигею и его сыну Нуруддину. Нураддин говорит отцу в дастане: давай поставь меня ханом. То есть его сын хотел даже сесть на престол, согласно Дастану. А как ему отвечает? Ну, Эдигей всячески отнекивается, не хочет себя поставить на престол. Но, кстати, одна из причин, почему Нураддин с отцом не поладил, как раз заключается, согласно Дастану, в этом. Он сам, Эдигей, хотел править через марионеточных ханов, и сыну такой возможности не дал. И поэтому сын его покинул в плохих чувствах, поссорившись с отцом. И на самом деле Нураддин ушел в Приуралье, и даже в некоторых источниках сказано, что он к башкирам ушел. А вот эти иштяки, они были как раз населением, которое платило ясак Эдигею. Мы даже вплоть до середины XVI века видим дискуссии по поводу того, даже после завоевания Казанского ханства, кому эти иштяки должны ясак платить. Между русскими властями и ногайскими правителями дискуссии шли по поводу того. И аргумент такой со стороны ногайских правителей: со времен нашего прародителя Эдигея иштяки платили ясак нам. Такой аргумент был. И вот еще одна проблема, которая связана с мангытами. Мангыты на самом деле во время усиления их позиций в Золотой Орде, во времена Едигея, они переправились частично и на правый берег. И потом, когда, скажем, сыновья Едигея после его смерти удалились на левый берег, часть мангытов осталась на правом берегу. И мы видим беклярибеков мангытов в Большой Орде. И некоторые сыновья Эдигея, например, Мансур, оказался в Крыму. То есть изначально мангыты стали составными частями и татарских ханств, которые возникали в процессе развала Золотой Орды. И эти мангыты, которые сидели в татарских ханствах, они могли воевать с теми потомками Эдигея, которые оказались на левом крыле. То есть клан был не такой недружественный, недружный между собой. В разных государствах они служили разным правителям. И важно здесь подчеркнуть, что в татарских ханствах, Казанском, Крымском, Касимовском, прежде всего, правили тахтамышевичи. И главными кланами были четверо кланов, которых я называл: Ширин, Барын, Арган, Гипчак. Ширины были обычно беклярибеками везде. И вот когда мангыты вошли в орбиту этих ханств, они оказались пятым звеном. Пятым лишним колесом. Да, пятым колесом, представители которых пытались занять достойное место в этих ханствах. Но для этого они должны были потеснить какой-то из существовавших кланов. Поэтому мы в Крыму постоянно видим враждебное отношение ширинов и мангытов. Особенно в более поздние времена, когда мангыты усилились в Крыму. Да и в Казанском ханстве, если мы видим число дорог, которые в Казанском уезде существовали уже после взятия, то там точно есть одна лишняя дорога, которая называется Ногайская дорога. Это Мангытское княжество и есть. Вот это, как сказать, мангыты, вклинившись в существовавшую структуру, социально-политическую структуру, они тоже расшатывали эту структуру, то есть играли отрицательную роль. И более того, мангыты зачастую действовали против существовавших государств. Вот, например, когда Большая Орда была завоевана крымскими ханами в 1502 году, и Большая Орда была присоединена к Крыму, часть Большая Орда осталась вокруг Астрахани, потом возник Астраханское ханство. Крымский хан, который начал думать, что он сейчас главный, потому что Тахет или у него оказалось, он начал действовать в направлении Астраханского ханства. Астраханское ханство взял. И в 1523 году, когда крымский хан уже готов был объявить себя
ну, императором фактически, главным ханом. В 1523 году нагайцы напали на крымского хана, уничтожили войска полностью крымские. Крымский правитель был убит, и очень небольшая часть только войск крымских татар бежала в Крым и с большим трудом вошло во внутренние территории Крыма и еще там отбивались от нагайцев. То есть уже готовые заново вот формироваться как крупное образование, государственное образование под эгидой Крымского ханства, нагайцы опять уничтожены. То есть попытка заново склеить, собраться в Золотой Орде, Да. и тут нагайцы, то есть мангытцы, все похоронили, получается. Ну, опять враждебная сила. Но не тут-то было, как раз пока они вот занимались такими разборками, там усилились казахи, которые выдвинулись фактически из Чагатайского улуса первоначально. Потому что их правители в свое время ушли туда, там набрали сил. И они вот как раз в этот период напали на нагайцев и фактически Нагайскую орду уничтожили полностью. Нагайцы бежали, разбежались в разные стороны, на правый берег ушли, кто смог, и очень сильно обессилели. Столица Нагайской орды, вот Сарайчик, единственный город фактически на территории Нагайской орды, была захвачена казахами, и там хан Касим, например, он похоронен там в Сарайчике. И некоторое время там казахи правили. Но потом, правда, нагайцы смогли отбить этот казахский удар. Но они отбили казахский удар только потому, что там калмыки начали подниматься. У казахов возникла другая враждебная сторона. Поэтому нагайцы смогли занять свои прежние территории. Но я могу сказать, что нагайцы сыграли крайне отрицательную роль и в процессе завоевания русскими Казанского ханства и Астраханского ханства тоже. Да, там, конечно, к ним есть конкретные претензии. Да, и я думаю, что иногда вот мы слышим там гордые высказывания современных потомков нагайцев, Нагайской орды, что вот наши там предки такие великие там воины и так далее. Но на самом деле нагайцы в XVI веке, вот в период завоевания Казанского ханства, вели себя крайне трусливо. Они распродавали свое влияние русским Ивану Грозному за шубы, за поставки товаров, за возможность торговать с московским государством. И несмотря на то, что, скажем, некоторые нагаянки занимали важную позицию, например, Сюембике была ханшой фактически. От нагайцев никакой помощи Казанское ханство не поступило. Единственная помощь была от тех нагайцев, которые вокруг Астраханского ханства группировались. Вот они со своим князем Зейнешем, с Ядыгер Мухаммедом, последним казанским ханом, пришли, их было 3000 человек, они вот участвовали в обороне Казани и сражались до конца. Остатки этих нагайцев бежали в сторону Елабуги, они там остались, осели. Мы знаем их потомков, вот знаменитый историк, который написал книгу на английском «Essays on Tatar History», Борис Ишболдин, он из этого рода был. Борис Ишболдин, да. Ребята. Хороший историк, он по-русски книга вышла, нет? У него есть по-русски? По-русски наши перевели, да. Сейчас вот и на татарском есть книга. Сейчас, Борис Ишболдин, ребята, да, очень хорошая книга, интересная. Там и генеалогия тоже Эдигея есть. Но вот в основном вот нагайские правители сыграли крайне отрицательную роль, но небольшая группа участвовала вот в обороне Казани, и тем самым пятно падает не на всех нагайцев. Но на Нагайскую орду точно пятно падает очень сильное. Я вот даже про себя думаю, что Всевышний Аллах после такого предательства их сильно наказал. Потому что как только Казань была взята, на территории Нагайской орды случились очень плохие климатические условия. Джут начался, несколько лет продолжался. Джут это на что? Это вот земля покрывается зимой, дожди падают, земля покрывается корочкой, и скот не может достать траву. А нагайский скот и зимой пасся на открытых пространствах, но где вот южнее, где
снега не так много, и он сдувается в камышах там, и так далее, вот вокруг Астрахани, там ближе в сторону Сырдарьи и так далее, нагайский скот. И тогда нагайцы настолько обессилели, что продавали своих детей иностранцам в рабство, чтобы выжить. Был такой, да, получается? Страшный удар. Это исторические источники об этом? Да, конечно. Об этом есть прямые наблюдения иностранцев, которые оставили записи по этому поводу. И вот Ногайская Орда после этого начала разрушаться, оно обессилило, тут еще калмыки начали наступать, и фактически ногайцы, которые могли в лучшие времена выставить, по разным данным, до 300 тысяч войск, они смогли в дальнейшем иметь где-то 50 тысяч человек только воинов. То есть Орда фактически начала разрушаться и исчезать. И даже дошло до того, что калмыки их фактически из своей родины выбили. Это бассейн реки Жаика, Урала, Эмбы, ну и Поволжье. И нагайцы были вынуждены массой бежать на правый берег Волги. Там им никто не обрадовался, потому что там уже бывшие большеордынцы находились, еще продолжали немножко кочевать. Крымский скот тоже пасся, выходили крымцы на северной территории степные от Крыма. А вот очень красочное описание есть башкирских шаджада юрматинцев, как раз о том, как нагайцы бежали. Там прямо сказано, что нагайцы снялись с массы и бежали, хотя некоторые группы их остались в Приуралье. Юрматинцы это нагайцы, получается? Ну, это иштяки, которые во главе которых сидели нагайские мурзы. Все. Вот такое смешанное население. Так что это не такие уж и башкиры, юрматинцы. Нет, это часть Ногайской Орды на самом деле. И вот ну, там красочное описание есть, каким образом вот нагайцы снялись полностью и ушли туда, на правый берег Волги. И поэтому вот придя туда, им пришлось интегрироваться в совершенно новые условия. Они крымскому ханству стали вассалами, причем время от времени враждовали вот с правившими кланами, и кровавые разборки устраивали в Крыму. Были как раз здесь вот самым таким, даже не пятым колесом, там уже, потому что кроме четверых крымских кланов, там туда вошли еще большеордынские кланы, салджигуты, там мы их имеем, там среди правящих групп уже кунграты там еще оставались. И вот еще сюда вошли еще мангыты. Ну, во всех крымских источниках мангыты всегда описываются как такие зловредные люди. Вредные. Ну, всегда поднимали бучу, убивали ханов там. В общем, такими они запомнились крымским татарам. Ну, я думаю, что в современных условиях, когда некоторые ногайские миссионеры обращаются к своим сородичам, оставшимся в составе крымских татар и уже ставших частью крымских татар, крымские татары должны помнить, с кем они имеют дело. Я думаю, что они помнят, и поэтому ни один татарин крымский ногайского происхождения не сказал кавказским пришельцам и астраханским из вот ногайцев, что мы готовы с вами сотрудничать. Они сказали нет, памятуя историю. Вот таким образом я хочу подвести вот некоторые итоги первой части этой беседы. Мы, конечно, в лице мангытского иля имеем формирование, которое длительное время становилось на ноги, начав с такого племенного иля. Кстати, в источниках есть даже выражение «ок-мангат» и «кора-мангат», до сих пор не объясненные. Идигей происходил из группировки «ок-мангат». Ну, есть разные объяснения. Я считаю, что «ок-мангат» – это западная группировка, а «кора-мангат» – восточная. Хотя Трипавлов имеет другую трактовку. Он считает, что более древняя «ок-мангат», а «кора-мангат» более поздняя. Я думаю, что это не так. И вот эта группа первоначально может быть разделена на две части. Она как раз в силу исторических процессов потом вокруг себя сплотила много левокрыльевых кланов. Ну,
в лучшие времена в Ногайской-Орде основных было 14 племен. Кстати, если начинаешь смотреть состав этих племен, мы там видим клан Кыргыз, клан Гирей или Кириит. Все эти башкирские Да, приватизированные это кланы. вот как раз на западе Башкортостана мы как раз их и имеем на самом деле. Да, и южные группировки, которые в составе башкир, тоже являются сейчас составной частью Ногайской Орды, на самом деле это можно доказать. Но вот это левые крыльевые племена, они потом оказались и в составе казахов тоже. Потому что часть из них ушла, а основная часть там так и осталась. Ну, например, группа Алчын в составе казахов. Это они в одно время были составной частью Ногайской Орды, были и среди татар Астраханского ханства. Поэтому казахи, когда претендуют на золотоордынское наследие, они вот прежде всего идут по следам нагайцев, на самом деле, которые оказались в их составе. Но это нагайцы, это же такое название фактически Орды просто. Ну да. А так там клановые образования были разного происхождения, они разновременные. Там есть и старые кипчаки, там, может быть, еще восходящие к кимакам, есть более поздние группировки, в том числе монгольского происхождения, разнообразные. Но да, вот я, чтобы с башкирами окончательно немножко разобраться, я могу сказать, что сильный клан в Ногайской Орде назывался Китай. Это китайцы как раз восточные, так называемые башкиры. Ну да. Так что вот это государство, оно сформировалось со времен Идигеи и просуществовало фактически более-менее в целостном виде до середины 16 века. Это получается сколько? Столетия? Полтора? Ну, да, вот 1,5 столетия на самом деле. Ну, потом оно как раз вот начало раскалываться на разные части. Но Ногайская Орда изначально она состояла из разных группировок. Я думаю, что связано было и составом племен, и поэтому там такая центральная власть существовала, но такая очень условная. Это было довольно рыхлое образование, которое очень часто, по крайней мере, до 1520-х годах поднимал на трон ханов. Долго служил шибанидом, кстати. И вот пока шибаниды не ушли на юг, образовав там Бухарское ханство и другие государства, они были тесно интегрированы с мангытами. Если посмотреть восточные источники, мы там можем даже такие фразы видеть, что мангыты, узбеки и казахи были одним народом в свое время. То есть это вот речь идет как раз о шибанидских временах. Когда шибаниды удалились, нагайцы остались одни, они вот перестали ханов поднимать, и там главным правителем уже Би был, как раз это потомок Идигея, его сажали. Но так, это была большая братья там, очень многочисленная группировка, постоянно враждовали между собой за территории там, за власть, и это не было централизованное государство, поэтому оно под ударами очень быстро развалилось на самом деле. Но нагайцы выжили как этнос в небольшом числе. Их окончательно, как известно, доконал Суворов, Да. который является главным врагом нагайцев сейчас, как мы видели во время предвыборной кампании. Да. Потому что хотя Суворов, он сильно служил российскому государству, но по отношению к нагайцам он был, так сказать, уничтожителем нагайцев. Мне кажется, он просто в этом деле немножко проявил креативность. Ему, конечно, Екатерина Великая дала конкретный сигнал, там, приказ, а он просто, по-моему, креативность включил, и поэтому у него получилось тут, да, можно пожестче. по-разному подходить к этому вопросу. Вот эти нагайцы, которые вот кочевали там в Предкавказье, в крымских степях, там был народ ненадежный. Они там с турками якшались, там, Да, могли да. в любое время продаться. И, конечно, российское государство эти моменты учитывало. Были там всякие попытки, даже некоторых из них, переселить обратно при Урале. Вот, например, из среды астраханских нагайцев некоторые группы были переселены даже, они до сих пор существуют, но уже татарами стали. И вот в этой связи я как раз вспоминаю, что термин нагайцы – это на самом деле нагаи. Кстати говоря, мне после интервью с Сулейманом Рахимовым несколько человек написали, не буду говорить, что за историки, сказали: Ильнур, не путайся, есть нагаи, есть нагайцы. Разница, как башкиры и башкирцы, Ну, существенная. Разница есть, на самом деле. Действительно, вот нагаи, которых мы видим, скажем, в 15 веке, их и параллельно называли мангытами.
это на самом деле еще не тот народ, который стал потом Нагайцами. видом нагайцев. Да. Это группа, которая была во главе определенных кланов, и шел только начавшийся процесс формирования. Ну вот Трипавлов, главный специалист по Ногайской Орде, он считает, что ногайский этнос сформировался только в 1520-х годах, то есть первые 10 лет 16 века, когда вот ногайцы укрепились временно. Ну, я уже сказал, тоже они пострадали сильно от казахов и дальше от калмыков. Но вот эти группировки, они потом смогли сохранить этноним нагайцы, и поэтому, начиная с 16 века, мы можем считать, что была такая группа, которую можно считать одним из позднезлатоордынских народностей, которые получили наименование нагайцы. Но надо сказать, что вот этот термин, он имеет очень сложную связь с термином татары. Об этом я уже неоднократно говорил, еще раз хочу повторить. Знать ногайское даже в середине 16 века иногда свой народ называл татарами. Ну, Но в эпосе Эдигея Тахтамыш прямо обращается к Эдигею и говорит: ты татарин, там противный и так далее. То есть называет его татарином. Эдигея, сам Эдигея. герой ногайского Да, народа. хотя Тахтамыш тоже был главным татарином на самом деле. Но тут это имеется в виду такое кочевое население, ну, военное кочевое население, поэтому размежевание произошло поздно, и поэтому в некоторых документах, даже в русских источниках, мы по отношению к нагайцам видим термин «нагаево-татарские» или «татарове-нагайские». То есть такое параллельное применение. Ну, с точки зрения, конечно, исторической, нагайцы стандартные златоордынские татары первоначально. Средневековый, Да, татарский средневековый. этнос. Не путайте с современным татарским. Конечно, это современным нагайцам может и не нравится. Они хотят вот изначально быть нагайцами, но на самом деле так не было. Поэтому те нагайцы, вот, которые вошли в состав казахов, это малый жуз фактически казахов, состоит из остатков Ногайской Орды. Они вот из-за того, что у них еще устойчивого самосознания не было, они достаточно быстро усвоили самосознание казахов, стали казахами. Ладно. Дамирабы, давайте ответим на вопросы. По возможности, так, кратенько, 3-4 предложения. Здравствуйте. Какое значение Ногайская Орда имела для Казанского ханства? Ну, в принципе, пятое лишнее колесо, да, или как? Да, ну, ногайское влияние на Казанское ханство было. Вот, надо иметь в виду, что ряд жен казанских ханов были нагаянками, не только Сюмбика. То есть было определенное влияние нагайцев на Казанское ханство. И плюс часть нагайцев, которые контролировала Ногайскую дорогу или мангытский юрт Казанского ханства, они там остались. Мы это можем видеть по языковым данным, по культурным данным. И поэтому можно считать, что ногайцы участвовали в формировании казанских татар. Так, тут такой комментарий, вот, Дамирабы, можно ли такое рассуждение существовать, да, вот, были тюрки, которые называли свои державы вечными, от тюркского слова «менгелек» – вечный. Китайцы перепутали политическое название с этническим, и получилось монголы. Что на такое рассуждение мы можем ответить? Ну, это рассуждение, конечно, любительское. На эту тему есть очень хорошая, большая статья Рыкина, известного историка, большая работа. Вот надо посмотреть этот труд, тогда все станет ясно. К этому термину «мангель» никакого отношения не имеет, этот термин. Ага. Так, тут, значит, опять волнуется по поводу Башкортостана. Почему сейчас в Республике Башкортостан активно реанимируют родовые племенные конструкции, особенно на северо-западе республики? Ребята, мы очень много об этом на канале уже говорили, там уже Искандер-абы тоже, все, кому мог, косточки перемыл, я тоже перемываю. Дамир-абы, давайте кратенько, красиво, только, да. 2 слова, да. Ну, сейчас есть попытка со стороны башкирских политтехнологов и вообще идеологических работников сконструировать новую башкирскую нацию в больших границах. Для этого они хотят из части татароязычных групп северо-запада Башкортостана. У них язык татарский, культура татарская.
По сословию принадлежности многие были башкирами в прошлом, по сословию принадлежности. Вот их вовлечь в орбиту формирования современной башкирской нации, тем самым усилив башкир внутри Башкортостана, ну, в том числе и демографический вес башкирской нации поднять. Это антитатарская политика на самом деле. Все, значит, исчерпывающе. Дальше переходим. Каракуш во многих кыпчакских значит орел. Да. Это так, да? А вообще, вот вы сказали там образ, символ, двухглавый орел. Россия не оттуда забрала? Это популярный, по-моему, какой-то Да. символ получается? У меня специальная работа есть по этому поводу. Я даже дискутировал с нумизматами. Они опубликованы в золотоордынских исследованиях в журнале. Я считаю, что российский герб взят у татар. Это как раз символ дома Чингисхана и в позднее время правители Золотоордынского государства. Поэтому на монетах Узбек-хана, Джанибека и даже на более ранних монетах, например, Нагая, мы видим двуглавую птицу, и она однозначно соответствует вот в том числе и данным Дастанов, которые говорят о том, что вот эта птица имела какое-то важное государственное значение. Изначально это на самом деле белый шанкар, это тоже разновидность вот из того же семейства. Каракыш тоже относится. Каракыш, кстати, самая большая из живущих у нас вот птиц таких. У нас на юго-востоке Татарстана существует каракыш. И в татарских версиях вот Чингизнаме мы тоже эту птицу видим. Икбаш, кыш называется. Тоже вот символическое значение, как герб на самом деле Чингисхана присутствует. Тут, Дамир Абы, по нам с вами бьют. В общем, жесткий комментарий. Дайте я вмажу по этому комментатору. Значит, Ильнур Ярхамов и Дамир Исхаков, вам не кажется, что вы занимаетесь забалтыванием проблем? Если вы не согласны со мной, то какие шаги вы намерены предпринять, чтобы изменить что-то? Как найти компромисс? Это пишет некий человек под ником Парадигма. В общем, Парадигма, откровенно говоря, мне все равно, что ты думаешь о нас. Можешь валить в другие каналы, где ты там можешь совсем соглашаться, везде шлепать лайки. А мы тут с Дамиром Исхаковым топим за татар. Все. Так, дальше идут. Кстати говоря, тут нагайцы, идите-ка в нагайский канал, не умеете себя вести. Все, тут татары порядок наводят в наших чатах. Так, Дамир Абы, вопрос не в тему. Хотелось бы узнать, почему у нас у татар фигурирует белый волк часто, с чем это связано. Вопрос по татарским символам. Дамир Абы, от себя добавлю, у нас, к сожалению, по-моему, достаточно не проработан вопрос по нашим древним татарским тюркским символам. Вот вы про каракыш сказали, вот да. Что по белому волку? Ну, согласен, но немножко специалисты по фольклору этот вопрос обсуждали. Например, есть специальная работа Фатеха Урманчиева, по поводу татарского эпического произведения, ну, сказки уже более позднее время, Акбуре. И, в общем-то, вот Акбуре считается прародительницей тюрок. И у татар это сознание сохранилось, и поэтому у нас в наших мифах эти белые волки как особые существа выделены. И точно таким же образом у нас есть еще царь-змей, Ок-Елан. Тоже очень важное существо, по поводу него тоже есть такие мифологические представления. Я думаю, что это связано с древнетюркским периодом нашей истории. Знаете, Дамир Абы, мне кажется, вот все наши татарские символы в современном цифровом мире, мире соцсетей, должны осваивать наши татарские художники, потому что встает вопрос о красивой, качественной визуализации всего этого. Ну, 100% согласен. Сначала вот историк должен объяснить немножко, то есть по вот этим мифологическим существам нужна специальная передача, объяснить немножко, в том числе специалистов по мифам тоже пригласить надо, есть они у нас. И нам нужны художники, нам нужны граффитисты, да, которые все это воплотят в жизнь, потому что это очень важный визуальный код татарский, который мы, к сожалению, пока теряем. Вот тут мы с Дамиром Исхаковым сидим, вот я вот не могу вам показать красивое изображение каракыша, и белого волка, и желана. Ну, я извиняюсь, я двуглавого орла ввел в оборот.
Значит, у меня многие книги изданы как раз, у меня там символист, двуглавый орел присутствует. Мгм. Это библиотека Татарик называется. Потом к этой библиотеке примкнул Институт археологии. Они ряд книг издали под этим же символом. Мгм. Так что частично мы использовали этот образ. Мгм. Так, вопрос такой. Получается, Идигей общий герой для татар, казахов и нагайцев? И тут я, наверное, тоже продолжу вопрос. У нас же вот этот вот эпос Идигей был важным таким политическим проектом в середине 20 века. Им же практически громили наш интерес к Золотой Орде. Скажите, пожалуйста, все-таки, вот как сегодня относиться к Идигею и к эпосу Идигея татарам? Но тут вопрос надо разделить. Есть вот историческая фигура Эдигея, конкретная фигура. Мы про него сегодня рассуждали. Крайне противоречивая фигура. Но хотя я его называл врагом Золотой Орды, на самом деле надо иметь в виду, и я об этом специально сказал, он старался золотоордынское единство восстановить, но под своей рукой, под правлением ханов, которых он сажал на престол. Но при этом он не был чингизидом. Не был. Вот в этом как раз у него была главная проблема на самом деле. А есть эпический Эдигей. Это на самом деле общий тюркский герой. Эпос Эдигей есть у многих народов кипчакоязычных. Кроме татар, ну, у крымских татар тоже есть, у нагайцев, у башкир, у казахов, у каракалпаков есть. И даже некоторые другие тюркские народы, живущие в районе Алтай, Эдигея знают. И поэтому этот как такой герой, как эпический герой, он там выступает как трагическая фигура, который вот воюет постоянно и добивается побед, потом вот плохо кончает в итоге. И этот эпос, он является для татар весьма важным, потому что сыграл действительно вот ключевую роль, когда сталинская политика началась по давлению на тюркские народы, они как раз этот дастан использовали против татар на самом деле. Ибо в татарском варианте эпоса Эдигей очень важная роль дается в виде показа образа Золотой Орды. Из-за этого вот это фактически была атака на Золотую Орду со стороны Москвы, коммунистического правления. Когда нам этот эпос Да, запрещали. ну, Эдигей, как бы сказать, был одной из важных фигур этой эпохи, падения Золотой Орды, и поэтому Эдигею тоже попало. Но татары не смирились, они большую вот драму Эдигей создали, современную, эпос восстановили. И мы от этого эпоса отказываться не собираемся, потому что, я уже сказал, нагайцы являлись составной частью, в том числе татарского этноса. И как бы это мы берем как общетюркский такой герой. Он не принадлежит только нагайцам, он принадлежит вот всем этим народам, которые в этом пространстве формировались. Так что казахи, Эдигей и ваш тоже в том числе. Но вообще, я думаю, нам, татарам, важно читать в эпосе Эдигей историю, что лучше не стоит ссориться между членами одной семьи, потому что потом проглотят. В принципе, такой посыл. По поводу Эдигея, я думаю, что не будем ссориться, там просто объяснять надо, что есть что конкретно, тогда все станет на свои места. Вопрос, Ильмян. Интересно, сколько было в процентном соотношении, собственно, мангытов в составе Ногайской Орды? Можем как-то подсчитать, что-то сказать по этому поводу? Очень трудно сказать. Как раз вот, когда источники начинают освещать проблему формирования Ногайской Орды, нет ни одного материала, который конкретно показал бы величину мангытского юрта. Я не исключаю, что это было, может быть, не очень большое племя, потому что оно вот так широко растеклось. Фактически, я уже сказал, что в Монгольской империи в центральной зоне мангыты тоже оставались. Если это те мангыты, которые вот находились в бассейне Сырдарьи и близких территориях, это, может быть, была первоначально не слишком большая группировка. Ну, племенной иль обычно не бывает большим. Может быть, 10 тысяч человек было первоначально. Да. А там, так как были такие же другие племена, достаточно многочисленные,
они просто вот стали правящим сословием таким, и мангытское племя отдельно даже перестает выделяться потом, они как правящая группировка остались. Так, нам говорят спасибо за передачи. Здравствуйте, Дамир Абы, Ильнур, спасибо за передачи, интересные передачи. Так, ага. Тут уже задают какие-то конкретные вопросы опять по Башкирии, видимо. Ребята, мы сегодня обсуждаем именно события, связанные с Золотой Ордой, с постордынскими, золотоордынскими государствами. Пока не вижу нормальных вопросов. Дамир Абы, позвольте мне вас немного помучить Куликовской битвой. Есть что вам сказать, высказаться по этому делу? Потому что татары в соцсетях задаются вопросом, как относиться к этому празднику и надо ли татарам его праздновать? Тем более в оргкомитете сидит наш министр строительства Ирик Файзуллин из Татарстана. Ну, во-первых, еще до праздника далековато, посмотрим. 9 лет. Мне будет 39 лет, когда мы будем это праздновать. Вам сколько? Знаете, 9 лет, я же уже старый, поэтому для меня 9 лет это очень большой срок. Еще неизвестно, что в нашем государстве за это время будет. Как мы будем трансформироваться. Поэтому, может быть, ко времени, когда эта дата наступит, уже и праздновать будет нечего. Мало ли что тут произойдет. Может быть, другие правители будут, другие политические деятели поднимутся. И вообще, может быть, идеология поменяется. Я очень надеюсь, что к этому времени, может быть, в русском сознании и в российской истории золотоордынский период станет положительным явлением. Во всяком случае, мы в этом направлении будем работать и дальше, Аллах верса. И поэтому это событие может привести другую коннотацию. Но что касается, конечно, вот современных оценок этого события, конечно, нужна специальная передача по поводу Куликовской битвы. Это же вопрос непростой и не сегодня возник. Я понимаю, почему он возник, потому что фактически в российской историографии, начиная с XIX века, Куликовская битва была маркирована как поворотный момент истории, русской истории, когда русские начали поднимать голову. И бить золотоордынцев. Да. Вот эта знаменитая картина там, битва Чулубея с Пересветом. С Пересветом, да, как раз олицетворяет вот этот как раз такой поворотный момент. Как будто слямзили с какой-то европейской средневековой битвы. По-моему, это за образец взято что-то связанное с турецкой историей, османской историей. Там, по-моему, Ильнур Миргалиев по этому поводу даже высказывался. Ильнур Миргалиев, историк Института Маршани. Да, аналог оттуда взят. Это не изобретение русского ума. Ну, конечно, вот я уже упомянул, в этой битве же на самом деле Мамай был ведущей фигурой. Как раз да. Мамай-то он был правителем всего лишь крымского Тумена. И, судя по всему, вот в это время уже начинается процесс понемножку обособления территории крымского вилаята. И Мамай, который, будучи ханским зятем, имел претензии, как сказать, поставить на Сарайский престол своего человека. И для этого надо было любых оппозиционеров привести в покорность. Я думаю, что на самом деле вот битва русского войска с Мамаем, она имеет и некоторые другие объяснения. Например, Дмитрий Донской был на самом деле или хотел стать вассалом другого хана, которые тоже в это время расплодились. И, может быть, он ориентировался на другого хана и из-за этого вышел против Мамая. И там русский интерес, конечно, был, но он был не такой прямолинейный. Тем более после Куликовской битвы, как мы знаем, поднялся Тохтамыш, который дошел до Москвы. Да, в 1382 году. Да, и русские территории еще, по меньшей мере, 100 лет
платили дань татарам. Да, и уж Москву сожгли. Так что победа была не слишком успешной, и в итоге, конечно, мы на самом деле в виде Куликовской битвы имеем всего лишь такой национальный миф, который вот сейчас пытается нам впудрить мозги, как общероссийское государственное празднество. Да, не такой уж и значимая была эта битва, раз потом после этой битвы Москву сожгли. Да, так на самом деле. Так, наконец-то откопал в веренице комментариев про Башкортостан вопрос по нагайцам. Ну, мы потихонечку уже закругляемся. Дамир Абы, скажите, если у нагайцев были такое великое прошлое и такие великие личности, почему они не смогли создать свое государство? Что им препятствовало? Или это были великие выдумки? От себя добавлю, значит, у современных нагайцев в их тусовках, таких узких, да, там, мечетях современных и так далее, любит подниматься тема, вот бы нам, нагайцам, какой-нибудь регион в составе России, какую-нибудь там маленькую республику, автономию. И вот тут человек задается вопросом, действительно, почему нагайцам не везет с государственничеством вот в последние, наверное, лет 300, раз у них такое великое средневековое прошлое? Ну, конечно, средневековое прошлое у них было интересно, но я бы не сказал, что великое. На самом деле нагайцы сыграли определенную роль вот на евразийских пространствах. И иногда даже играли весьма важную роль. Но я же сказал, что хозяйственная база в этом государстве экономическом была очень слабой. Преимущественно вот скотоводство. И все. На этом далеко идти нельзя. Городских центров не было. Сарайчик, он достался в наследство от Золотой Орды и не был уж таким крупным центром. Поэтому из-за экономической базы, из-за того, что нагайцы были широко расселены и находились в орбите влияния разных государств. Вот, скажем, шейх Мамай, который восточное крыло возглавлял Нагайской Орды, он тяготел к Средней Азии. Некоторые группировки нагайцев были связаны с Сибирским ханством. Определенные группы, я уже сказал, с Казанским ханством, с Астраханским, с Крымским ханством были связаны. Вот Нагайская Орда, как бы она растягивалась по разным направлениям. Из-за этого у них централизация не случилась, и потом вот сильные соседи оказались. Я не зря упомянул, что казахи разгромили Нагайскую Орду, а потом калмыки появились. Калмыки, которые вышли из глубин монгольской территории, дурбеты там и так далее, они же были очень мощной группировкой. Это те калмыки, которые мы сейчас имеем, это только остаток. Основная часть в 18 веке ушла обратно. И поэтому вот это враждебное окружение тоже не позволило нагайцам централизоваться и создать сильное государство. Поэтому они как бы оказались обречены на историческое прозябание. И в принципе после того, как вот Суворов остатки нагайцев сильно уничтожил, уже нагайцам было мало шансов каким-то образом обрести свою государственность. Даже вот в рамках советского проекта, Советского Союза? Компактной территории мало, к сожалению, у нагайцев. Вот я против нагайцев ничего не имею, в принципе, и даже хотел бы, чтобы у них было какое-то государственное образование. Но у нас же были разные формы там, автономной области, например. Ну да. Но к тому времени, когда нагайцы вот спохватились и взялись за это дело, они оказались рассредоточенными в ряде кавказских республик. И сейчас оттуда выделяться очень сложно, потому что их территория занята уже бывшими горцами, которые спустились с гор и заняли их территорию. И делить эту территорию заново, чтобы оттуда выкраивать нагайскую зону, весьма сложно. Я думаю, что у нагайцев с точки зрения обретения своей национальной культурной территории конкретной, шансов мало в будущем. Я сам удивляюсь, вот у них есть очень много исторических рассуждений, что вот типа Астрахань — это столица нагайцев, но конкретно на сегодня я очень внимательно слежу за языковыми активистами нагайцами, потому что мне тоже интересно, как они пытаются в современном, суровом для них мире сохранить нагайский язык. Учителей нагайского языка готовят черкесски. Ну, тут прямо скажем, Астраханское ханство и астраханские татары к нагайцам имеют мало отношений, за исключением одной группы. И вот тут надо же четко иметь в виду историю.
население Астраханского ханства – это часть Большой Орды. И вот это исторически доказано. А Большая Орда – это главный враг нагайцев. Большую Орду как раз разгромили нагайцы, когда хан Ахмад был убит, большеордынский хан. И тогда Большая Орда вот обессилила и больше не смогла подняться. И большеордынцы всегда помнили об этом. И каким образом астраханские татары могут стать нагайцами в такой ситуации, когда часть большеордынцев, которая окопалась в Астраханском ханстве, всегда имела отрицательное отношение к нагайцам. Этого не может быть. А те нагайцы, якобы, которые вокруг Астрахани живут, карагаши так называемые, я уже неоднократно говорил, что их нагайское происхождение весьма спорно. И вот я недавно еще раз съездил на Алтай, еще раз поговорил с людьми, и есть у них четкие данные о том, что в 18 веке, в начале 18 века, оттуда группа тюрок была переселена в астраханском направлении. И вот так как мы знаем в алтайской зоне такую группу, как Карагас, Карагаш, это вполне могут быть они. Они здесь оказались в чужеродной среде, и язык их был близок к татарскому, поэтому казахи их могли именовать нагаями. И поэтому эту историю Карагашей еще копать, и мы оттуда выкопаем немало для себя интересного, и поэтому претензии Карагашей стать идеологами нагайцев на самом деле на пустом месте обоснованы. У них там нет доказательной базы. И поэтому я считаю, что Карагаши – это часть алтайских тюрок, может быть, древнетатарского происхождения, кстати. Дамир Абы, большущее вам спасибо за такой прям фундаментальный взгляд на историю тюркских народов. Я думаю, наверное, пока обойдемся без заключительного слова. В этой истории нельзя оставить заключительное слово. Давайте мы и дальше будем раскрывать интересные виражи, интересные истории, события, сюжеты наших золотоордынских, постордынских государств, личностей. Дамир Абы, Бекзур, рахмат сізге.